Ребята выдвинули меня на технического инспектора. Видимо, увидели какой-то потенциал во мне, что ли, что где-то что-то могу добиться, объяснить, разъяснить, как лучше работать, как не нарушать технику безопасности, соблюдать ее. Много интересовался, скажем так, охраной труда, техникой безопасности. Даже по опыту, старому опыту, я пытался ребятам объяснить, что где-то так можно делать, где-то нельзя вот этого делать, потому что это и может повредить и здоровью, и охране труда, как говорится, всему прочему. Но они прислушивались, конечно. И до сих пор я интересуюсь новыми моментами, скажем так, не только в трудовой деятельности, но и в законодательстве. Меня когда ребята выдвинули, я прошел обучение дополнительное, как говорится. Вот. Еще помимо этого я и сам интересовался этим. Естественно, все инструкции, все положения, все распоряжения, это объяснял им. Соблюдение техники безопасности прежде всего. Охрана, естественно, ты становишься примером для других. Просто в этом, если ты соблюдаешь все правильно, согласно инструкциям, там, законодательству и прочим, как говорится, положениям, естественно, на тебя начинают обращать внимание, идут с просьбами, чтобы помог где-то, в чем-то какой-то вопрос решить. Естественно, начинаешь объяснять человеку. Прислушивайся. Как у меня отец говорил, если что-то не понимаешь, спроси у стариков. Они всегда тебе правильно скажут. Потому что это все, как говорится, взято из жизни. Где-то какие-то ошибки, если ты совершаешь, а эти уже ошибки были. И чтобы их не совершить, надо знать, как поступить правильно. Где-то кто-то что-то, естественно, уже будет страдать коллектив. И не один просто человек, а весь коллектив. Потому что на всех будут смотреть уже косо. Это всегда было так. То есть одна ошибка стоит того, чтобы... Да, одна ошибка стоит, как говорится, авторитета всего коллектива. Где-то, если вдруг видишь, что человек нарушает, пусть даже малейшее нарушение какое-то, объяснять ему, что не надо этого делать, потому что могут пойти последствия, как говорится, непредугаданные и очень большие последствия могут вылезти. Вот. И чтобы люди, как говорится, прислушивались, могли воспринимать это, как говорится, должное. Не то, что там их нравоучения какие-то, а просто нормально человечески объяснить, что как-то вот надо делать так. Вот это будет правильнее всего. И будет соблюдаться техника безопасности, и здоровье твое будет соблюдаться, и все прочее, прочее. Успех, я считаю, когда ты говоришь человеку, и он прислушивается и не совершает ошибку.